Желаю дочкам. Дружеским рукопожатием полпред страны в СКФО сегодня начал свой визит в республику. Повод – знаменательная и важная дата. Праздник практически со слезами на глазах. Вопросы в строю хоть и не приняты, однако старые друзья, среди которых и Валерий Баранов, находившийся 9 мая 2004 года рядом с Ахмат Хаджикадыровым, все никак не могут наговориться. Давно не виделись, полезно. Целый год. Как вы? Да ничего. За 15 лет со дня образования объединенной группировки войск на Северном Кавказе боевым друзьям есть что вспомнить. Например, погибших товарищей. Их память Рамзан Кадыров с высокими гостями почтили у стелы на территории 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения. Объединенной группировкой войск за все время существования было уничтожено 80 тысяч фугасов и 10 тысяч членов НВФ. И это не все цифры. Все то, что сейчас сделано и объединенной группировкой, и войсками, и Министерством обороны, и главой Чеченской республики, и другими республиками. Естественно, это мир. Вот чего достигнуто на сегодняшний день. Я хочу привести пример очень конструктивного сотрудничества, коль мы находимся здесь, в Грозном, с главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Потому что он сам герой России, потому что он сам неоднократно принимал участие в мероприятиях по стабилизации обстановки Чеченской республики и на административных границах с другими субъектами. Их служба и опасна, и трудна, и на самом деле, на первый взгляд, как будто не видна. Однако те, кто стоит в рядах по защите рубежей страны, знают, этот хрупкий мир достигнет жизнями тысяч простых ребят. Объединенная группировка войск в СКФО – это надежная опора государства. Время доказало истину этих слов. Мы помним, когда 99-й год, 2000-2001 годы, когда было в республике очень сложно, и да, абсолютно, можно сказать, ничего не было здесь, только шли военные действия. А наша группировка днем и ночью занималась наведением конституционного порядка. Вот, и не просто было им, это не просто там бегали шайтаны, это, как тогда сказал министр обороны тогдашний Иванов, из 51 государств были направлены, подготовлены сильные работниками спецслужб, вот, людей, которые должны были здесь совершать террористические акты, вести не против чеченского народа, а не против религии, там, ислам, так сказать, а вести борьбу против суверенного государства Российской Федерации. Группировка была своевременно создана и выполняла четко поставленные задачи, и благодаря, в первую очередь, группировке и с теми людьми, которые взаимодействовали, здесь сегодня порядок, мир, процветание. На сегодняшний день в республике есть создана правовая структура, создана ветвь власти. Мы абсолютно, так скажем, готовы, у нас есть сил, средств навести порядок, и сегодня МВД по Чеченской республике, ФСБ и другие структуры готовы выполнить поставленные задачи, выполнять свои функциональные обязанности достойно, и для этого есть навыки. Ну а те, кто продолжает нести свою службу, сохраняя мир и стабильность на Кавказской земле, решили отметить здесь же. Будь это солист военного ансамбля, сапер отряда по разминированию или просто врач, на этой службе важен каждый. Главе Чечни Рамзану Кадырову есть что вспомнить. Всех генералов, командующих, офицеров и солдат он знает лично. И лично каждому он говорит спасибо от всего чеченского народа. Сегодня, когда видел наших многоуважаемых генералов, вспомнил те дни, когда было трудно чеченскому народу, как было трудно тем офицерам, солдатам, которые выполняли поставленные задачи на наведение конституционного порядка на территории Чеченской республики. Были потери, были ранения, но мы шли вперед и навели порядок. И благодаря вам, в первую очередь, на сегодняшний день мы видим, в Чеченской республике настал мир, процветание. Мы строим новые объекты, заводы, фабрики, школы, детские сады, развиваем спорт, культуру, дороги. Это в первую очередь ваша заслуга, поэтому я хочу поблагодарить от всего чеченского народа, от руководства республики. Группировка войск стал для нас родным. Мы не только там выполняли боевые задачи, мы помогали и мирным жителям. Когда где-то что-то сложное, там, мы сразу выходили на командующего, нам нужна медицинская помощь, нам нужны авиации, чтобы вывести наших больных, раненых. И я много помню гражданских людей, которые здесь мы оперировали, лечили, и всегда наш народ будет помнить, я уверен, и будет благодарен вам. Объединяющий фактор мы показали в группировке, и сегодня вот мы видим, что как мы объединяем все народы Российской Федерации. Вопрос стал, когда Украина, это Украина, не сами украинцы, а мировое сообщество
Это начиная с Америки и Европы, когда начали против нас показывать зубы, российский народ еще раз доказал, что мы вместе, мы никому не позволим. И как бы что бы ни хотели, суверенитет, безопасность нашего государства – это важнее всего. И там, где участвовали наши чеченские сыновья, добровольцы, которые выехали туда и погибали, и получали ранения, и дальше продолжают защищать, так скажем, интерес Донбасса, Луганска, защищает интерес нашего государства. Почему? Потому что через Чеченскую республику не получилось развалить суверенное государство России, через Грузию не получилось, теперь через Украину захотелось, и то не получится. Я думаю, что еще раз мы показали, что мы вместе, что мы сила. Высокую награду из рук главы республики получил и Сергей Меликов, который ранее занимал должность командующего ОГВС. Указ главы Чеченской республики. За заслуги, связанные с развитием государственности, большой вклад в дело защиты интересов Отечества, поддержания законности и правопорядка на территории Чеченской республики награждается орденом Кадырова Меликов Сергей Алимович, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Служу Российской Федерации. Всего высшую республиканскую награду сегодня получили 3 военнослужащих. Столько же человек было награждено и медалью «Защитник Чеченской Республики». Рамзан Кадыров также вручил медали и за заслуги перед республикой генералу Игорю Князеву и командиру разведгруппы Мусе Бисаеву. Стороной не обошли деятели культуры. В состав УГВС сегодня входит множество структур, среди них представители внутренних войск, подразделения МВД и сотрудники органов безопасности различного уровня. Коллегам и наставникам полпред сегодня еще раз сказал огромное спасибо, в первую очередь, за мир. Я хочу поприветствовать всех коллег, моих наставников и старших товарищей, которые присутствуют в этом зале. Всех, кто командовал группировкой на протяжении 15 лет, всех, кто создавал эту группировку, ковал ее стабильность, создавал основы взаимодействия между структурами, входящими в группировку, и тем самым добился того, что эта группировка стала решать сложные и непростые, сложные задачи. Группировка есть, она находится здесь, и в любой момент по деструктивным силам может нанести свой сокрушительный удар. Не только ордена, но и ценные подарки нашли сегодня своих героев. Среди них командир 141-го специального моторизованного полка имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова, внутренних войск МВД России. Герой России полковник Алибек Делимханов получил в подарок часы. Командир 249-го отдельного специального моторизованного батальона внутренних войск МВД России полковник Анзор Магомадов также был отмечен подарком. Юбилейную медаль в честь 15-летия УГВС сегодня получили Рамзан Кадыров и Сергей Меликов. Объединенная группировка войск сегодня – это в первую очередь сплоченный коллектив тех, кто с нами и кого уже нет. За 15 лет героями России стали 93 представителя данного рода войск, 66 из них награждены медалями посмертно. Свыше 23 тысяч военнослужащих получили различные награды. Мир и стабильность в регионе достигнуты жизнями простых ребят, тех, кто свою работу воспринимал как нечто обыденное и простое. Левтина Банадыкова, Мир Тагаев и Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.